Добрый день, уважаемые жюри и участники конференции. Мы представляем наш доклад «Трудовой подвиг аллахинских грузоперевозчиков из Намского района в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 года». Мы ученики 7 класса нашей школы номер 2. Меня зовут Ядрихинский Анатолий. Меня зовут Ядрихинский Андрей. Актуальность данной работы заключается в том, что мы достойно встретили 75-летие Великой Победы. Именно во время Великой Отечественной войны золотоносные прииски Якутии рассматривались как особые зоны оборонной индустрии. Для обеспечения работников приисков продовольствием были мобилизованы жители центральных областей Якутии, в том числе из Намского района. Наша прабабушка Сивцева Анна Николаевна, уроженка Кобяйского русско-осетинского наследия, в молодости принимала участие в перевозках Аллах-Юне, но она, к сожалению, не оставила воспоминаний об этих тяжелых событиях. Поэтому нам стала интересна эта тема. Проблема исследования. Данная тема хорошо не изучена, очень мало информации. Чтобы восстановить эту справедливость, мы решили провести исследование о личном вкладе грузоперевозчиков из Намского района в годы Великой Отечественной войны. Целью работы стало изучение деятельности намских грузоперевозчиков и их неоценимый вклад в годы Великой Отечественной войны. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи. Во-первых, изучить имеющуюся литературу по данной теме. Во-вторых, собрать материалы по воспоминаниям ветеранов тыла, очевидцев и участников грузоперевозки из Намского района. В-третьих, создать короткометражный мультфильм по воспоминаниям земляков и грузоперевозчиков. Наш материал исследовательской работы могут использовать как учителя, так и учащиеся. Мы принимали участие в создании нашего короткометражного мультфильма на кружке Stop Motion. А давайте сейчас перейдем к просмотру нашего мультфильма. По дороге бывало, что случались разные моменты. Одежда была скудная, уезжали из родных мест глубокой зимой в декабре, когда стояли самые морозы, и возвращались ранней весной уставшими и изголодавшими. Лошадям было трудно и опасно подниматься и спускаться по крутым высоким горам. Бывало, что обоз не выдерживал и ломался по дороге. Иногда некоторые перевозчики теряли своих лошадей. На третий год перевозки из Чурапчи до Охотска по дороге умер мой самый близкий друг Яковлев Егор Трофимович из-за аппендицита. 3 дня после смерти друга я горевал и отстал от своих попутчиков. Ночью с 10 лошадьми встал на путь, чтобы догнать остальных, потому что повозки груз умершего друга пришли мне. 3 месяца зимы возил на санях я своего друга через Алдан, Аллах-Юль, Охотск и весной довез до родной земли. Друг отца, старик Трефим, был очень благодарен мне за это, и в знак благодарности получил корову. Потом эту корову моя мать отдала в колхоз. Дорога грузоперевозчиков была трудной. Не раз они сталкивались с заключенными, с преступниками и бандитами, которые могли прятаться в земниках, дожидаясь встречи с ними. Главная их тактика – внезапное нападение и запугивание людей. В таких условиях могли работать только самые мужественные, отважные и храбрые люди, которые верили и приближали победу своего народа над ненавистным врагом. Спасибо за внимание. До свидания.